Здравствуйте. У нас в гостях Оксана из Анталии. Оксана Назарова. Интересная. Она по происхождению и татарка, и башкирка, но живет в Анталии. Оксана удивительная. Обычно мы едем в Анталию отдыхать на пару недель и возвращаемся. Хороший климат, море и возвращаемся. Я первый раз слышу до последних дней, что в Анталии есть татарская община и татарское общество, которое вы возглавляете. Давайте познакомим с вами и с вашим обществом. Действительно, очень много татар на территории Анталийского региона. По неофициальным данным насчитывается около 2000 татар, проживающих в Анталийском регионе. Это не говорится, что именно в Анталии. Это и Кемер, Запад, Турки говорят Анадолу, да? Анадолу, да. Это какие области входят примерно это города? Алания, это Кемер, это Сиде, это Белек. Сиде там, да? Сиде, Белек. Вот эти вот регионы все охватывают вот именно анталийскую сторону. Если кто не знал, это такие места, это исторические памятники, города, которым 1000-2000 лет, да. Это какие-то места, где Византийская империя была когда-то, да, вот такое. Все верно. Ну, я никак не думал, что татары в таких местах как-то угнездились, и до этого, до последних лет, как-то так скромно лежали. Мы знали, что там на отдых ездят к туркам. Оказывается, это наши собратья. Да. Последние 8 лет это вторая волна эмигрантов после Эскишехира. Если Эскишехир это первая волна была, 19 век, сейчас это вторая волна эмигрантов, которая вот именно населяет вот именно Анатолийский регион. А это относительно новые эмигранты? Это новые. А старинных нет? Нет, там практически старинные нет никого. Эскишехир и Стамбул? Коня, Эскишехир, Анкара, да, они в основном деревни, там. Да, У там. нас все это вот, как говорится, только недавно переехавшие. Я помню, лет 20 тому назад, когда татарский конгресс организовывался, приходили к нам, говорили, как бы поехать в Австралию или в Турцию на постоянное жительство. Мы намекали, что мы встречаем оттуда наших, которые живут там столетиями, и что нежелательно искать счастье, потому что его там нет. А стало быть, интерес все-таки есть у вас. Есть. Как вы там задержались? Вы ведь юрист по профессии, да? Я задержалась, вот именно это все было связано с моей работой. Я думал, что с внешностью не турецкой, с дипломом, с образованием, с языком российским не так просто ужиться. Нет, вот именно было именно связано с работой. И так получилось, что Турция меня как бы таким образом подвязала к себе. То есть вот члены вашего общества, они такие же как бы примерно, да, вы друг друга понимаете. Это в чем заключается основное вот такое желание и способы вашей жизни там? Вот, ну, материально пожить, как следует, обосноваться, так? Удается это? Удается, конечно. То есть работа? Да. А совместимость с местным населением, с турецкой общиной, там общество своеобразное? Нет, в принципе, мы татары тоже ходим в тюркскую же группу. Языки даже при адаптации языка очень легко мы изучаем вот этот язык, то есть он нам быстро поддается обучению. То есть даже вот в этом первое, то, что нужно, это язык, с чем мы сталкиваемся. И в принципе, как таковой проблемы нету адаптироваться с турками. Турки очень положительно относятся к нам, татарам. Они обращают внимание, что вы, откуда вы приехали, и какой у вас язык, какое происхождение? Да. Когда они спрашивают, откуда вы приехали, когда мы говорим, мы с гордостью говорим, что мы татары, и мы приехали из Татарстана, и они с открытыми ртами говорят, да вы с Татарстана приехали. То есть, да вы же как вы же турки, сразу вот так вот они. Итак, вы новая эмиграция. Новая волна. Демократической эпохи, относительно демократической и рыночной экономики, когда границы открылись. Интересно, я специализировался больше эмиграциями прошлых поколений. Как действует нынешняя новая эмиграция? Это интересно, особенно нашим соплеменникам, которые внимательно смотрят, тоже кто-то хочет куда-то поехать или обосноваться, искать свою жизнь или судьбу, или там семью, не знаю. Как вот чувствует себя, как действует в жизненных обстоятельствах? Сейчас самое главное, прежде чем я короткую дам инструкцию для тех, кто только собирается переехать, допустим, или желает попробовать начать жизнь в Турции. Сразу скажу, не очень-то это легко. Проблемы именно с работой связаны. Язык. Первое, то, что нужно, это знать язык. Все равно нужно подготовиться его выучить здесь, у себя на родине.
Вот. Второе, с работой. Анталия, я буду говорить на примере Анталийского региона. Анталия – это туристический регион, и работа только сезонная. То есть практически работают что турки, что иностранцы, которые там приезжают, допустим, на сезон поработать, они зарабатывают только вот в этот период лета и осени. Зимой то, что заработали, они как бы тратят. Вот. Если ты не знаешь языка, практически на работу устроиться очень сложно. В основном основная часть населения, которая приезжает туда, либо наши девочки выходят замуж за туркоязычных мужчин, либо какая-то часть, это кто переезжает с семьей, у них есть какой-то дополнительный заработок в России. То есть материальная база какая-то есть. То есть сложно, если какой-то материальной основы базы нету в России, не идет что-то, очень сложно приехать и начать с нуля. И так обосновались наши. Но ведь дом-то вспоминается, земля или народ, татарство, татарский народ вспоминается. Вот как вы удовлетворяете вот такие духовные потребности, если вот, они есть? Вот для этого... Есть ли они у всех? Да, есть она. У вас нет такие татары, Есть. которые говорят, слава Богу, уехали, ничего я не Нет, знаю, не знать нет, не хочу. такого нету. Я еще, по крайней мере, я не слышала еще. Итак, связи с Татарстаном, с Да. татарскими Нет, такого, что регионами. не хотим, нет, такого нет. Вот для этого и была создана вот эта наша община, чтобы мы собирались вместе, татары, башкиры, вот, общались. То есть, когда мы встречаемся вместе, какие-то бывают пикники, мы стараемся разговаривать либо на нашем родном языке. Если кто-то не разговаривает, мы пытаемся практиковать турецкий язык на башкирском языке, то есть разговаривать на этом языке. Мы поем песни наши татарские, мы обсуждаем новости, которые происходят в Татарстане. То есть мы все равно в курсе событий, что происходит Самое на главное родине. событие, у вас там какой-то план или там какие-то наметки. В этом году что сделали, например? В этом году очень много проведено было мероприятий. Нашей общине ровно год в мае месяце исполнилось. За этот короткий промежуток времени, значит, мы очень много отметили праздников, юбилеев. То есть это был в том году первый Сабантуй провели в Анталии. То есть это был... Вот это интересно. Да, это первый, когда собрали. Вот, и 300 человек было на первом Сабантуе. В этом году мы взяли больше планку. Значит, у нас уже 1000 человек пришло на Сабантуй. Это был Вы в июне. презентовали тем самым наш народ, Нашу культуру. регионы, Да, Татарстан да. или ваши, да, Пермский и Бардымский края тоже. Всех. Мы показали нашу татаро-башкирскую культуру турецкому народу и туристам, которые приезжают отдыхать. Какие мы татар, какой у нас язык, какие у нас танцы, какая у нас кулинария. От того, что самобытность наша, татарская, башкирская, наша, там реализуется, это же тоже имиджу Анадолу тоже влияет положительно, на Турцию тоже влияет, это скрепляет, и нам тоже интересно. Конечно, это мост дружбы между Турцией и Татарстаном, можно так сказать. Вот такие вот проведение такого ряда мероприятий. С Казани, вот сейчас вы приехали, какие-то новые какие-то идеи, проекты не появились еще? Да, у нас много новых проектов. Пока мы не будем о них говорить, потому что пока они еще только в проекте. Вот, единственное, немножко занавес открою. Значит, в этом году мы открываем набираем второй класс для детей татарского языка. Если у нас вот был первый класс, мы выпустили, они сейчас перешли во второй. Теперь мы будем набирать еще одну группу. Вот. То есть мы в том году, как бы это у нас был пилотный проект, мы решили посмотреть, как пойдет. Будет ли желание у детей, у родителей приводить детей учить татарский язык за рубежом, за границей, в Турции. Мы поняли, что есть спрос. Очень интересная тема. Давайте поддерживать связи. Конечно, всего сейчас не расскажешь. Лучше мы будем регулярно поддерживать связи, потому что это очень новый регион, новая информация. Я давно занимаюсь этими делами, но для меня новые. И из каких источников мы найдем? У вас, может быть, сайт есть? У нас страница Или есть. хотя бы в социальной группе? Да, у нас есть социальная группа в Фейсбуке «Татары и башкиры Анталии». Где Латиницей пишем, да? Нет, русскими кириллицей пишем прямо. Вот, у нас сейчас 5000 человек. Вот, любой может подписаться. И все новости, которые происходят у нас непосредственно в Анталии, какой-то общины, жизнь общины, полностью на этом сайте, странице все это видно. Не думайте обязательно, что обязательно все, вы напишите, обязательно вас в гостях ждут, но взаимодействие с порядочными, интересными, такими же людьми, единомышленниками полезное. В Конгрессе татар вы таких нашли? Мы всегда, когда только приезжаем сюда,
в Казань, я или Низи Зиалы, наш активист нашей общины, мы всегда первым делом приходим в Конгресс татар. А когда мы находимся за рубежом, вот, мы следим каждый день за новостями, полностью, что происходит в татарском мире, мы получаем именно на сайте Всемирного конгресса татар. Гайна, это очень поучительно. Например, нашему Булгару, это мы говорим более 1000 лет, да? Ну, 1500 лет. Ну, в основной части, честно говоря, около 1000 лет. А Сиде там, по-моему, 2000 есть. Есть там города побольше, по 3000 лет. Вот история человечества, история наших народов, история тюркских народов. И вместе с Турцией, с азербайджанцами, с киргизами, с казахами мы составляем еще такую общую культуру, общая история и общий туризм. Это очень здорово, интересно и перспективно, да? Да. Будем надеяться, что вот это наши дела помогут нам дальше развиваться. Иншаллах. Вы как юрист. Я думаю, да, что у нас большое будущее. И окажете правовое содействие в наших интеллектуальных поисках. Конечно. Мы побеседовали с председателем татарской общины и общества татар и Анталии Оксаной Назаровой.